Steeds de bagger Lumir zachiberbeen Kumarain samir Lumir zachiberbeen Kumarain samir Lumir zachiberbeen Hiberbeen Steeds de vama fenster Steeds de vama fenster Lumir zachiberbeen Zwarmir der schanster Lumir zachiberbeen Zwarmir der schanster Lumir zachiberbeen Hiberbeen Stel dem samovar Stel dem samovar Oi Lumir zachiberbeen Sei ze nicht keiner Lumir zachiberbeen Sei ze nicht keiner Lumir zachiberbeen Hiberbeen Koi von de Pomeranzen Koi von de Pomeranzen Lumir zachiberbeen Lumir teje tanzen Lumir zachiberbeen Lumir teje tanzen Oi ja boy 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 ja boy da 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 oi 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 Lumir zachiberbeen Hiberbeen genug schön sein wie Goyim Genug schön sein wie Goyim Lumir zachiberbeen Lumir sein Chaverim Lumir zachiberbeen Lumir sein Chaverim Lumir zachiberbeen Hiberbeen Wo stehst du bei der Tür? Stehst du bei der Tür? Lumir zachiberbeen Komm mal rein zu mir Lumir zachiberbeen Komm mal rein zu mir Горбатку выпили все Лыхаем Штецер ломермах Лыхаем Араем Guten Sachen Ой, Zebeken Agelayim Lumir alema L'chaim 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 Oi, Zebeken Beken Lumir miyamayim Lumir alema L'chaim 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 Oi, Oi, Zebeken Beken Lumir miyamayim Lumir alema L'chaim 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 Hoppa hey Chiribim, chiribom Chiribim bom 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 Chiribim, chiribom Chiribim bom 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 Oi, chiribim, 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 bom 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 Chiribim, 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 chiribim Еще хочете? Ага. Наша песня, умовно зовется «Іноді мама». Я здається співав вже тут. Ну, дівчина співає про те, як привела мама з базару бездомного жидочка. І усе, і пропало дівоче серце, ай чорні очки, ай ти такий розумник, котик ти мой. Саша, а вопрос по поводу предыдущей песни, это народная? Да. Народная условно-блатная. Спасибо. Давай помиримся. Lumir zachiberbeen, давай помиримся. Суть в чем? Она условно, ну как бы свадебная и не свадебная, но на хупе ее не поет, потому что там все очень бытово. Да, а хупа это канон. И плюс, ну, суть в чем? Парень с девчонкой поругались. Неважно, кто там накосячил, но парень чувствует себя виноватым, да, и шарится вокруг хаты. А девчонка сидит себе нормально, смотрит в окно и такая, как разумная барышня, говорит:
Вот что ты болтаешься под окнами? Зайди. Что ты стал как кол в дверях? Зайдем, давай помиримся. Давай помиримся. На стол соберем, сладости поставим, самоварчик поставим, чайку попьем. Давай помиримся. Потанцуем. Да, давай потанцуем, давай помиримся. Есть один куплет, который я не пою по понятным причинам, потому что это женская песня. Там, кроме «Потанцуем» следующий куплет, то есть, может, порадуем друг друга чем-нибудь. На Гене Ласкес там есть, да. А в женском варианте... Есть. Ну, у меня в коллекции, наверное, 6 или 7 вариантов этой песни. Даже есть она на пластинке выпущена еще небольшим кооперативом, который в оперном нашем театре делал пластинки виниловые. Давно-давно, в 46-м или 49-м. И в финале вот это «Генукшен зайн ви гоем» хватит вести себя как гои, то есть как быдло, будем друзьями. Номер зайн хаверим. А в еврейском языке, что видно, что в иврите слово хаверим, слово хавер имеет два значения. Это либо друг, либо любовник. Вот. И мы вот с Царствием Небесным Михаилом Анимпадистовым в один момент заспорили из-за этой песни, когда уже народный альбом вышел, уже все это уже было. А у нас были художники, реставраторы такие, ну, определенная группка, они занялись идышкайтом, всем мамилошем, причем ни одного еврея среди них не было. Но они стали вот изучать эту культуру, ну, как художники иногда загоняются. И они, конечно, пользовались какими-то изданиями, текстами совсем другими, причем они пользовались, потому что написание на идыш пишется и, собственно, еврейским письмом, и латинкой. Вот. Причем два еврея, три мнения, поэтому то есть евреи, допустим, виленские категорично не принимают евреев, допустим, минских, у виленских, к тому же с пражскими евреями дикая война всегда идет, потому что виленские евреи считаются чуть ли не там зелотами, то есть вообще там закон, да, а когда речь заходит о хабадниках, то, допустим, хасиды к хабадникам относятся типа так, что такое. Потому что хабадники-то и есть то, к чему мы привыкли, когда любой закон, да, находится способ его обойти, как бы вроде я ничего не нарушил. Допустим, в шаббат нельзя, это масса анекдотов. В шаббат нельзя никуда ехать. Так а что же вы едете, пан Рабинович? Где я еду? Сидит в купе и ноги держит в тазу. Я что, я еду? Я парю ноги. Вот. И то есть ребята использовали тексты именно в написании чешской латинки. Мы очень много спорили из-за этого звука «г», который, то есть там у них буквой X почему-то помечено, все, ну это чешское написание. И из-за этой песни заспорили, из-за «Генукшен зайн ви гоем». Миша говорит, вы неправильно Саша ее поете. Я говорю, как это я неправильно ее пою, я от бабки ее слышал. Говорит, нет, не так, там надо «Генукшен зайн ви гейрим». Я говорю, где вы это нашли? Вот у меня есть сборничек. Я говорю, ну покажите. Он показывает мне сборничек 89-го, извините меня, года. Американский, из United States of таки Америка, потому что, а там уже, понимаете, уже тогда весь такой харассмент и политкорректность. А слово «гоем», оно, в общем-то, ругательное. И нельзя было написать «гоем». То есть давайте будем себя вести как «гейрим». Но «гейрим» это совсем не то. Я ему пытался объяснить, что, чувак, «гейрим» это не еврей, который прошел гиюр и стал иудеем. Но он не еврей по крови. Это абсолютно не тот смысл, это белиберда. Это просто кто-то, чтобы песня попала в сборник, исправил. Очень долго спорили, Миша, где-то только года через полтора Миша как бы согласился. Вот. А?